Сегодня Республиканская общественная организация «Потомки государевых ямщиков» принимает участие на 7-м фестивале науки. В историческом парке России «Моя история». Народу очень много молодежи. И вот среди них мы сделали тут свою экспозицию ямщицкую. Вот у нас символы наших ямщиков. Смотрите, вот настоящие бубенцы. Колокольчики очень старинные. Это с личного музея Кулагина Василия Алексеевича. Наши эксклюзивные ямщицкие часы, где обозначены все 63 почтовые станции от Иркутска до Витима. Так, ну и, конечно, верстовой столб, символ наших предков. Они устанавливались на всех почтовых станциях Иркутска и Якутского почтового тракта по проекту иркутского губернского архитектора Лукина. Ну, мы, члены коллектива «Ямские бубенцы», в сентябре месяце приняли участие в 2 всероссийских фестивалях культуры. Первый фестиваль проходил в Симферополе, в Симферопольском районе, сначала в поселке Николаевка, потом в городе Алушта. Называлась она «Мосты народов, мосты России», где было 11 регионов. Сегодня Республиканская общественная организация «Потомки государевых ямщиков» принимает участие на 7-м фестивале науки. В историческом парке России «Моя история». Народу очень много молодежи. И вот среди них мы сделали тут свою экспозицию ямщицкую. Вот у нас символы наших ямщиков. Смотрите, вот настоящие бубенцы. Колокольчики очень старинные. Это с личного музея Кулагина Василия Алексеевича. Наши эксклюзивные ямщицкие часы, где обозначены все 63 почтовые станции от Иркутска до Витима. Так, ну и, конечно, верстовой столб, символ наших предков. Они устанавливались на всех почтовых станциях Иркутска и Якутского почтового тракта по проекту иркутского губернского архитектора Лукина. Ну, мы, члены коллектива «Ямские бубенцы», в сентябре месяце приняли участие в 2 всероссийских фестивалях культуры. Первый фестиваль проходил в Симферополе, в Симферопольском районе, сначала в поселке Николаевка, потом в городе Алушта. Называлась она «Мосты народов, мосты России», где было 11 регионов нашей страны, и вместе с ними мы принимали участие в этом фестивале, прямо как в былом Советском Союзе. Прямо разные народы, дружба, единение, вообще великолепный ансамбль прошел. Великолепный фестиваль прошел. А сейчас, потом мы 25 сентября приняли участие в Нижнем Новгороде на фестивале «Радуга России». Там тоже приехали с разных регионов. Очень было много славянских коллективов именно в Нижегородской области. Нам удалось заинтересовать нашей именно ямщицкой культурой, ямщицкими песнями. И мы свои символы всегда возим с собой. Всем было интересно, как это и что. И в 2 фестивалях мы пропагандировали нашу ямщицкую культуру. Мы очень горды этим, что нас увидели в России. И директор последнего фестиваля «Радуга России» Кучинский Сергей Степанович вообще такое пожелание потом написал: пусть бубенцы ямщиков звонят долго и звонко. Ну, я тоже с этим коллективом ездила, можно сказать, по всему Крыму, даже по Крымскому мосту проездили. Это, думаем, мы из наших ямщиков первопроходцы. Ну, мы, кроме фестивалей, кроме песен, кроме работы, мы отдыхали. Это значит, мы себе
свое кругозор свой обогатили, я думаю. Мы были в городе Бахчисарай, там мы еще не были, там вообще в этом окунулись в такое в то время, когда вот великолепного века. Вот там мы удивились, что увидев фонтан бахчисарайский. Мы думали, это фонтан, который все вовсю брызгает, стоит. Оказывается, фонтан вот такой маленький, как камин. Но вот оттуда, оказывается, эта история, очень глубокая история, говорит, что это мужские слезы изображает. Да, скупая мужская слеза, в которой великий человек, который потерял любимую жену. И вот он такой фонтан, в общем, создал. И мы были, так, где мы были? Ой, мы ездили в Ялту, приплыли на судне, прямо так по морю Черному. И вот по берегу Ялты тоже погуляли, и там, и оттуда мы поехали, вот «Ласточкино гнездо». Мы хотели, давно мечтали смотреть «Ласточкино гнездо». И, мы там туда не поднимались, там говорили, ремонтные работы идут. И мы издалека, так красиво, так здорово было. Это мне лично очень было значимо, потому что я так давно хотела там побыть. Вот я, увидев кино, вот это, которое «10 негритят», вот именно там снялось вот это кино, поэтому и самое. И вот там мы, да, еще там мы отдыхали, заходили в какой-то дегустационный кафе-бар, и там такой молодой человек, прямо такой, можно сказать, от него прямо такая энергетика шла. Он нам прямо говорил про свою эту напиток, короче, такой. Дегустация вин, начиная с самого такого слабого до самого крепкого. И мы потом поехали до Москвы, с Краснодара до Москвы на поезде. Это было очень интересное путешествие, поскольку мы ехали целых 2 суток. Вот за эти 2 суток мы проездили всю Россию, мне показалось. Вот там мы проехали город Волгоград. Вот это мне самое запомнилось. Волгоград, это там издалека, просто по дороге мы видели, что монумент, вот этот самый, Родина-мать была тоже реставрационной этой, потому что готовится 75 лет Великой Победы. И, конечно, проезжая это, нам очень было волнительно. И мы, конечно, вспомнили своих, что во время Великой Отечественной войны в 1942 году очень много наших земляков, родных, пало прямо под этим Сталинградом, забитым. И мы вот так ехали, и проезжали мы Саранск. Тоже запечатлил меня этот город, поскольку ехал с нами мужчина. Он говорил так гордо, он ждал своего, он должен был выйти и показал в окно, говорит, вот смотрите, это наш город. Он очень современный, говорит, правда, действительно. Еще он показывает нам такой интересный, вот как гриб, но красивый такой, как говорят, где стадион. А там, оказывается, этот стадион построили, вот, Кубок мира по футболу, когда шел. Вот так вот, да. И все, вот так вот мне очень, конечно, я все очень благодарна, что я там попала в эту группу, туда со своими ездила. Очень благодарна своим руководителям, да, и все. И своему коллективу, что мы это выдержали, вот такую поездку, вот так долго мы были, но мы себя показали достойно. Я вот хочу отметить, да, вот сколько мы ездили, мы же поем ямщицкие песни, те, которые были спеты предками, значит, 17-18 века. И когда мы поем вот эти песни, мы вот в Алуште, да, мы идем и по вечерней Алуште, по аллее идем и поем эти песни, люди все
все останавливаются, все хотят с нами фотографироваться. И вот удивляются нашим песням. Оказывается, мы поем такие песни. И это нам было очень отрадно, что людям очень интересны наши, оказывается, песни, акапельные, очень старинные песни. Люди, оказывается, вообще в Крыму не знают таких фестивалей. Вот они были рады, что увидели нас в костюмах. И вот, кстати, вот в Волошке-то отдыхает же вся Россия. И вот они вот отметили в Крыму такой фестиваль, у них проходит первый раз. И было вот зрительное, вот очень интересное со стороны зрителей, конечно, на нас смотреть. И то же самое и в Волгограде, конечно, и в Нижнем Новгороде. Там это уже старинный город со своей историей. Нам было интересно там тоже самим что-то узнать, очень интересно для себя. Что же все-таки вот русская культура, древняя что-то. Естественно, мы тоже нашли для себя очень интересные такие их выставки. Это, конечно, костюмы, русские костюмы. Естественно, мы взяли, мы сфотографировали все это. Изделия тоже вот, русские, исконно русские. Это вот, например, из дерева, как липа. А у нас ее в Якутии нет, конечно, это мы не знаем. А у них это все сохранилось, они все это вручную все прямо тут же делают, как мастер-классы. Было очень интересно. Я очень довольна, что нашим руководителям действительно Ирине Егоровне прежде всего, что она вот такую поездку решила сделать и повести, как бы эти песни были где-то 300 лет назад привезены потомками ямщика, нашими предками. Ямщицкие песни привезли с России в Якутию. Вот эти песни мы услышали от своих родителей и записали. И вот решили, у меня, например, я записывала, у меня мечта была, чтобы ее распространить, чтобы дальше вот эти песни пелись. И когда я приехала в Якутию, моя мечта сбылась. Это прежде всего я этому благодарна Ирине Егоровне, что она собрала бывших реченьковцев из ансамбля «Реченьки», и мы поем и ездим. И вот это вот путешествие наше вообще действительно распространилось. И в тех краях такие песни и не поют. Вот. И нам очень посчастливилось таким путем распространить. Они удивлялись, откуда у вас эти песни, где вы взяли. Прежде всего я вот благодарю за поездку эту. Мы много увидели, много тоже услышали, участвовали в многочисленных фестивалях. В Нижнем Новгороде мы выступали на Нижегородской ярмарке. И у нас есть в репертуаре песня именно про эту Нижегородскую ярмарку, которая называлась Макаринская. Но до нас эта песня дошла не Макаринская ярмарка, а Макарьянская почему-то. Но мы поем так, как пели наши предки. Но еще я хочу рассказать, что мы проехали Арзамас. Когда ехали от Краснодара до Москвы, до Нижнего Новгорода, мы проехали Арзамас и были очень удивлены, что очень много куполов, вот так мы увидели, да? И с одной бабушкой поговорили, и она сказала, у нас 36 действующих храмов, и еще 4 восстанавливаются. Но это было вообще уникально, аж я вот сейчас говорю, у меня вот так дрожь идет по телу. Вообще вот сохранение вот старинной русской духовности, вот это, мне кажется, очень многого стоит. Впечатлений море. Собирали всю информацию, это как компьютер, собирали, пока хаос еще в голове, потом по полочкам разложим, конечно, хочется все выразить, все рассказать, но сразу не получается. И вот меня очень впечатлила Новгородская ярмарка. Там выступали коллективы, такие сильные коллективы, профессиональные именно коллективы, и мы не хуже их были. Мы
самобытные такие, вот с деревни, да. И смотрелись хорошо, и к нам подходили, просто интересовались, кто вы такие, какие, откуда Мы идем выступать. И вот ярмарка мне понравилась, то, что продавали там эти, как Людмила сказала, тут же изготавливали. Самое интересное было, что детям игрушки раньше делали из осины, оказывается. Это осина, как, чтобы не сглазить детей, там кроватки подлаживали, все вот это. А у нас в Якутии вот не было именно из осины, вот я узнала, и мне это интересно было. Все, спасибо. Желаю вам дальнейших успехов.